Веселый смех, радостные огоньки в глазах. Эти ребята на первый взгляд кажутся абсолютно обычными и здоровыми детишками. На самом деле у большинства из них врожденное нарушение слуха. Проблема современного выявления подобного рода инвалидности у детей является одним из актуальных социальных, медицинских и педагогических вопросов. 3 марта по всему миру отмечался Международный день охраны здоровья уха и слуха. Несмотря на то, что за окном уже почти апрель, организаторы решили провести свое мероприятие именно сейчас, когда школьники находятся на каникулах. Сейчас весенние каникулы. Мы устроили такой праздник, который совместили с полезным. Хорошее и полезное. Мы пригласили сегодня детей, которые имеют инвалидность именно по слуху. На сегодняшний день по городу Сибай таких детей 6 человек. На встречу, организованную сотрудниками психолого-медико-педагогической комиссии, помимо сибайских приехали ребята из соседнего Баймака. Мероприятие началось с круглого стола, где специалисты и родители обсудили насущные проблемы, связанные с лечением и развитием особенных деток. Пришел педагог-психолог из медико-социальной экспертизы, наш специалист по МПК, учитель-дефектолог и сурдопедагог по совместительству Атанбе Фануза Буляковна. На круглом столе она сегодня очень много материалов дала, полезного, именно которое пригодится для родителя, полезной информации, которая пригодится родителям. После круглого стола для гостей было организовано развлекательное выступление аниматоров сибайской студии праздников «Тути-фрути». Восторгу маленьких ребят не было предела. Они с радостью принимали участие в различных фокусах и играх. Организаторы отмечают, что подобные встречи стали давно уже доброй традицией, а значит и в дальнейшем педагоги намерены проводить такие мероприятия как для ребят, так и для их родителей. Евдокия Титаренко, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.